Приветствую, друзья! Сегодня в оставленный город Херсон начали заходить уже натовские полицейские подразделения. И мы видим уже, что на центральную площадь пригнали различных городских сумасшедших и привезенных, и, конечно же, местных, для того, чтобы показывать радость народа. В общем, народное празднование проходило под, конечно, эгидой офиса Зеленского и его политологов. Поэтому мы видим, что главной фишкой празднования это было, конечно же, собраться вокруг флагов Евросоюза и Украины и там хорошенько высоко поскакать. Ведь по традиции у ультранационалистов украинских фишка, если вот люди не скачут, значит они москали. Поэтому, как говорится, заставляли скакать абсолютно всех присутствующих. Но если отбросить все вот эти ритуальные обряды украинских националистов, то все равно тем жителям, которые остались в Херсоне и выбрали все-таки дожидаться украинскую армию, натовские войска, или там, знаете, берегли свое какое-то имущество и так далее, то для всех этих людей сейчас начнутся очень суровые времена, потому что, конечно, всех этих людей сейчас будут максимально грести в армию. И, конечно, режим Зеленского и Пентагон уже давным-давно определил, что эти люди будут пускаться в окопы в самую первую очередь, на самую передовую. Причем мужское население от 18 до 60 лет в Херсоне и в тех территориях, в которых проходила эвакуация, но тем не менее по какой-либо причине люди не выехали, то безусловно этих людей будут, конечно, ставить перед фактом. Либо тюрьма, как пособников, знаете, российских войск, либо все-таки ВСУ и окопы на передовой. Безусловно, это все большая трагедия, причем с обеих сторон, потому что объективно, что с одной, что с другой стороны, к сожалению, в основном все-таки воюют славяне друг с другом, и поэтому здесь ситуация крайне реально катастрофическая. Тем не менее, уже сегодня становится понятно, что есть все-таки какие-то серьезные кулуарные договоренности на международном уровне, потому что как только российские войска вышли с Херсона, то мы наблюдаем вот такие новости о том, что британская биржа металла все-таки решила не ограничивать российские там позиции, лоты и металлы, чтобы они торговались и дальше на вот этой лондонской бирже. А это, как известно, очень серьезные поступления в российский бюджет. Сегодня также пришла новость о том, что в Женеве прошла, оказывается, очень удачная встреча при Организации Объединенных Наций в отношении зерновой сделки. И там тоже с Российской Федерацией, так полагаю, снимается ряд серьезных ограничений. Также мы видим, что в Нидерландах разблокировали российские суда для того, чтобы они продолжили поставку удобрений в африканские страны. И это тоже, как говорится, очень серьезный звоночек к тому, что западные страны реально серьезнейшую часть ограничений санкционных они снимают. Разблокирование экспорта российского зерна и удобрений является главным условием Российской Федерации для продления зерновой сделки с Украиной. И тут мы видим, что действительно на главные экспортные позиции России, а это зерно, металлы и так далее, снимаются те транспортные ограничения и прочие, которые были наложены. И это, конечно, очень серьезно ослабляет санкционную хватку против российской экономики. Также сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки решили не блокировать Индии различные там индийские компании, если они будут покупать нефть в Российской Федерации и плевать на потолок цен, которые организовали Соединенные Штаты Америки и западные страны. А это говорит о том, что по факту вся эта история с потолком цен, она теряет смысл, потому что объективно через Индию или через много других стран фактически российскую нефть будут и дальше продавать на международном рынке. И тут надо отметить все-таки несколько ключевых позиций. Позиция первая – это, безусловно, то, что Российская Федерация готовится к реально затяжному конфликту с различными этапами и так далее. И здесь мы видим, что, понятное дело, Российская Федерация никогда не откажется от своей территориальной целостности, и в конечном итоге Херсон будет под контролем Российской Федерации, особенно с учетом наличия в Российской Федерации ядерного оружия. Это лишь вопрос времени, но тем не менее мы видим, что данное отступление, оно говорит о том, что конфликт уже запланирован как минимум на 2-3-4 года вперед.
Ну а второе, так это то, что Российская Федерация сейчас, с учетом того, что конфликт идет именно с Соединенными Штатами Америки, понимает, что главная сила западных стран это, конечно же, доллар, а уже во вторую очередь это, естественно, самый крупный военно-промышленный комплекс в мире. И поэтому именно по доллару сейчас будет наноситься самый главный удар. И он России уже нанесен. По факту сейчас весь мир забирает из доллара, из американских долговых обязательств свои деньги и переводит их в другие активы. И это, как говорится, процесс уже запущен. И здесь мы видим, что нужна четкая слаженная деятельность России и Китая. И здесь мы видим, что эта деятельность, она ведется, и никто ее сворачивать не собирается. Тем более, как ни крути, Россия мобилизируется, причем мобилизируется общество, понимая, с кем сейчас идет противостояние, и что украинский народ здесь просто жертва в этом случае. И здесь мы видим, что уже даже вот в Петербурге создается православная ЧВК, и понятное дело, в первую очередь они поедут конкретно в Украину. Также мы видим, что на Донбассе продолжаются атаки союзных сил, и там уже, например, поселки Опытное и Водяное на днях перешли под контроль российской армии. Бои идут достаточно серьезные, каждый день публикуется масса фотографий и видео с уничтоженной вражеской натовской техникой. Также напоминаю, что ко мне приходит много видео и информации от подписчиков, интересно, и, конечно, здесь на ютубе все это я не могу публиковать, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Поэтому все самое интересное я публикую у себя в телеграм-канале. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Мой телеграм-канал выглядит вот так, сейчас делают много клонов, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. А в Украине тем временем Зеленский анонсировал, что они создают целый флот вот этих вот беспилотников камикадзе надводных, которыми якобы они будут пытаться атаковать Черноморский флот. И все бы ничего, если бы Зеленский не рассказывал, что это все будет делаться в Украине. И по факту сделали даже видеоролик, на котором там, знаете, какой-то сварщик что-то там варит, какие-то чертежи где-то лежат. И по факту мы видим, что вот по легенде якобы все-то в Украине будут делаться вот эти вот дроны, которыми будут атаковать российские корабли. Но ерунда в том, что управлять этими дронами, конечно, нужно через спутник, а это уже, как говорится, западные страны. Электроника, эти дроны также будут снабжать западно. И здесь, конечно, уже мы видим, что торчат уши уже военно-промышленного комплекса США. И, конечно, вся вот эта история, там нужны специальные там камеры и так далее. И все это делается явно не в Украине. И можно сказать, разве что корпуса будут делаться именно вот эти железные в Украине, а все остальное, конечно, в виде, знаете, конструктора будет приходить из западных стран, чтобы просто в Украине происходила, знаете, узловая сборка. Поэтому все бредни о том, что Зеленский собирает деньги на какой-то флот дронов и так далее, то все это просто пиар-компания для того, чтобы прикрыть участие западных стран в атаках на Черноморский российский флот. С учетом того, что такие операции прикрытия мы видим уже после того, как такие дроны уже поучаствовали в одной атаке на Черноморский флот, и ранее такие дроны уже вылавливали российские моряки, и даже практически целые, то здесь можно отметить, что западные страны все-таки понимают опасность возможного ядерного конфликта и стараются максимально спрятать свои уши за участием конкретно в боевых действиях в Украине. Также мы видим, что натовские войска пытаются сейчас защититься от атаки со стороны Беларуси. Именно поэтому сейчас там строят какие-то стены, минируют территорию и так далее. И здесь мы видим, что объективно в Беларуси действительно все-таки формируется кулак для удара по Западной Украине. И сейчас натовские войска активно готовятся к обороне в том регионе. С учетом того, что здесь необходимо будет натовским странам больше пушечного мяса, мы видим уже, что Мининформполитики украинская уже объявила, что повестки будут вручать даже переселенцам. И без разницы, какому там военкомату они приписаны, в конечном итоге их будут ловить на улицах, совершать обходы по квартирам в городах и селах и пытаться вручить им все равно повестку для того, чтобы забрать всех вот этих переселенцев в армию. А как известно, это основная масса мужского населения Украины.
Потому что на данный момент мужчины стараются не жить вообще по прописке, и поэтому военкомы их не могут достать. И сейчас мы видим, что даже вот эту лазейку решили убрать и банально теперь будут вручать повестки всем подряд. Ну а в России тем временем анонсировали, что к 2025 году запустят аналог Starlink через свои уже спутники. И здесь мы видим, что Россия от западных стран отстает лет на 5-8 с учетом вот создания подобной системы. И мы видим, что на поле боя в Украине действительно группировка спутников Starlink сыграла одну из ключевых ролей, и поэтому натовские войска в том регионе имеют преимущество. И здесь, конечно, мы видим, что все-таки стараются в Российской Федерации также не отставать в этой ключевой компоненте военной. И здесь, я думаю, что в ближайшее время особое внимание будут уделять этому в России. Ну а в Украине Зеленского тем временем очередной праздник, потому что Еврокомиссия выделила дополнительный миллиард под выкуп сельхозпродукции, которая сейчас находится еще в Украине. Давайте почитаем. В Еврокомиссии сообщили о том, что поддержали экспорт 15 миллионов тонн украинской сельскохозяйственной продукции, помогая поставить продукты на стол и снизить цены во всем мире. Получается, Еврокомиссия выделила целый миллиард для того, чтобы выкупить максимально все продовольствие в Украине и поставить его на международный рынок. Естественно, с учетом открытых данных продовольственной организации международной, Украина — это та страна, в которой очень серьезный голод случится в ближайшие полгода-год. И здесь мы видим, что Еврокомиссия прямо способствует этому, банально просто вывозя продовольствие с Украины. И здесь вот на 15 миллионов тонн, как говорится, Украина в плане продовольствия серьезно похудеет. Поэтому уже можно сделать вывод, что все-таки западные страны стараются сейчас создать ситуацию в Украине экономического геноцида и голода. Для того, чтобы у мужского населения было только два варианта, как заработать деньги. Это либо взять автомат, либо пойти в криминал. Выводы делайте сами и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там вам можно всегда гораздо больше объективной и интересной информации предоставить, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. До скорого!